У нас в гостях мой друг Аслан Павлович, поэт, друг моего сына, как бы выяснилось, Эдуард, народный артист Республики Северная Осетия Алания. Администратор этих двух молодых людей Злата Тебева. Когда я спросила Аслана, кто будет все, может мне презентацию, я обычно готовлю презентацию, готовлюсь к такой встрече, а он мне говорит: слушай, давай экспромтом все сделаем. Экспромтом, так экспромтом. Как получится, так и получится. Вести эту встречу, да, я предлагаю Эдуарду. Можно. Я не знаю, не помню, не спрашивал, когда он на самом деле давно, я знаю, он начал давно писать свои стихи, а я стал читать его стихи, когда мы уже познакомились несколько лет назад, то есть я увидел уже взрослого, сформировавшегося человека, и как бы от ранних стихов, да, стихов, которые он пишет сейчас, могу говорить о том процессе, который происходит внутри этого человека, о процессе взросления, о процессе приобретения большей мудрости, когда он больше видит и больше понимает. И даже если говорить скажем, даже о технической стороне построения стихов, я недавно в Фейсбуке прочитал его стихи, и одно слово меня буквально задело, я позвонил Аслану, мы с ним целый час устроили такой небольшой литературный такой диск. Я каждую встречу с читателями, со зрителями начинал именно с этого стихотворения, потому что мне кажется, оно очень и хорошее, и какое-то такое внутреннее значимое стихотворение, отражение. Больше дальше, да? Седина явилась в гости. Здравствуй, друг. Вот и я. И, помахивая тростью, молча забралась в меня. Я не вымолвил и слова, в зеркало гляжу, а там в волосах блестит обнова, белизною по усам. Седина на грудь стекает шелковистой бородой, темный цвет под белым тает, и вчерашний молодой, смелый и красивый парень, смехом заливавший свет, седины сражен даром в зеркале на склоне лет. Годы, призраки и тени, помнит сердце, ум не идет. Был ли он, когда шатеном тот, кто в зеркале живет? Был ли он другим участлив, так как делал это я? Был ли он безумно счастлив, чувств высоких не тая? Был ли он когда-то в храме тот, что за зеркальной дверью? Знал ли он отца и маму? Я ли это? И нет, не верю. Вот такое стихотворение. И я хочу вам прочитать. И он слушает Шагалда Шагалда Сумчатта. И сыру научным барахом. Вот он баркишонки, и он уже зубки. Вы потом и он уже, вы уже важны. А вот иры спецслоем анрагет нам школу, да. И воды мать, что он его научил разбираться. Я говорю, Урша Чифан, да, Риуда, кто его научил? Да, потом я фамилия не чикан, что так мы шахруем. Ома ахам жарный. Я автобакеном бас, кашкевикен оном забери, решик каша вот. Автодан, солдаричка вишта звуковые. Вот индерчидера фрейсышка мен албамдас кашарина. Казина барыша. Ирона же. Ажваржин щепот обжигты. Фалазы юмматын тырным.
А в шаду жарды иконта ироны в жарды, я курну. Я фалман шифтарты шуршур, я отдыхы уланты ахашты. На хаты цупытай кашин, на бабшицам масашты акашты. Ашвет тот аллах же адам. Андража хатулдар фадан, фала ирон абжаджи адам. Ферох макарую надам. Мафунтив махашта таума, нахахтбымма, машатупма, быгры волдарфма, цахнавма, ажжиды шары. Татартупма, махудал вождан абжать. Най райдайдым, най корова. Мажарды дарарды зак. Намай шепот, жарым дол. Ребята, я думаю, что мы будем на самом деле в режиме импровизации проводить нашу встречу. Бугаева Мальвина, ученица 11 класса. Бугаева Марина, ученица 11 класса. Мальчик, попавший котенка. Котятами на рынке торговал веселый дядька, шумный балагур. Ко всему он без разбору приставал. Среди хлама разного, полотен и листов. «Котят купите, люди!» — он кричал. «Купите, дедушка! Купи котят, старик!» И только он немного заскучал, мальчишка грустный перед ним возник. «Скажите, дядя, сколько стоит котик? Тот, у которого большой животик. Отдам рублей за 100 тебе, малыш, коль ты покупки жаждой угоришь. А с темной полоской на спине он нравится не меньше, дядя, мне. С полоскою отдам за 90. Хоть сбросить цену мне совсем непросто. А тот, что с белым ушком, сколько стоит? Который лапкой под собой корзину роет. Ну, с белым ушком будет подороже. Здесь скидку сделать дяденька не сможет. Шутя смеется дядя над ребенком, не отвечая на вопросы его толком. У малыша лишь 50 рублей. Котята все дороже, хоть убей. Подночевал ребенка дядя вдруг. Корзина выскользнула из его рук. Котята маленькие бросились бежать. Один остался на земле лежать. Поднял его мужчина. Лапка бита. Такой не нужен мне. Бери, негодник. К чему коллега мне? Зачем кормить их? Везет тебе, малыш. Бери без денег. В глаза мальчишка гордо смотрит дядя. Бесплатно, дядя. Мне кота не надо. Не меньше любит маму он и папу. Из-за того, что мама вчера не ела. И стоит он не меньше, чем другие. Для мамы все хотят дорогие. Сейчас я папу приведу к вам, дядя. И он вам за котеночка заплатит. Я здесь, сынок. И от тебя не скрою, стою давно я за твоей спиною. 200 вот, отдай их продавцу. Малыш отдал, в слезах прильнув к отцу. Ткнувшись в папину штанину, мальчик плакал. Ведь я такой же, как другие, правда, папа? Не плачь, сынок, а улыбнись пошире. Для нас ты с мамой самые лучшие в мире. И повернулись
пошли. А дядя, не зная, как вину свою загладить, всю ночь провел в слезах. Прощал Бога, вернуть мальцу отобранную ногу. Спасибо. Замечательное стихотворение, хочу сказать огромное спасибо, оно очень здорово прочитано. И не важно, что с текста, потому что иногда человек и выученный текст плохо читает. Поэтому просто огромное спасибо, это было очень здорово. Я могу сказать, который раз слушаю это стихотворение, и оно, вот могу уже говорить как бы со стороны, как критик, что оно на самом деле замечательное стихотворение. И в нем вот настолько словами, вот эта вся небольшая история, как картинка, она настолько живая, и каждый раз, когда слово произносится, оно не просто как слово, оно уже как какое-то действие, какой-то посыл, как энергетика уже. И вот самое приятное бывает, нам же иногда кажется, и вы сами это часто, вот, как говорят сегодня, из понтов пытаетесь казаться хуже, чем есть, и когда нужно перед пацанами, мальчиками, девочками показаться круче, не лучше, а круче, скажем так, да. Вот когда вы читаете, когда дети читают, это, конечно, что-то потрясающее, замечательное. Я думаю, мы не будем обращать внимание на технические неполадки, может быть, даже живое исполнение, живое общение, но оно намного важнее. И я бы хотел, чтобы еще кто-нибудь из ребят прочитал стихотворение. Гусова Кристина, 8 класс. Щедро наградила землю снегом, тундру и кавказские долины. И искрится снег под синим небом, искрой каждой, поминая сына. Женщина, укрытая печалью, распустила косу у оконца. Золотятся слезы под лучами, еле согревающего солнца. Солнце, что парило над Кабулом, о безмерной верности крича, защищала ее Кабула и его друзей однополчан. Мало кто вернулся с поля боя, не сдержало небо обещаний. Дом укрыло покрывалом горя, сердце тонет в каменной печали. Знойные пески Джалалабада, скалы и барханы Кандагара, скорбная земля Афганистана, старыми затягивает раны. Два человека, дно и верх морской. Один искрит, другой убит тоской. Один здоров, бездушен, весел и беззаботен, и красив. Другой, что голову повесил, велик душой, но еле жив. Он тоже был когда-то молод и видел жизнь наоборот, любил свой яркий, светлый город, не закрывал от счастья рот. Он точно так же веселился, встречал и провожал гостей, за правду иступленно бился своих нежалких костей. Но час пришел, познав измену и ощутив в коленах дрожь друзей, предательство и ложь, улыбки грусть пришла на смену. И глядя юности доверчивые глаза, и зная, истекая в жизни срок, почувствовал, как катится слеза, и прошептал: живи за всех, сынок. Чередовать как бы чтение вот, стихов, потому что должен звучать стих, должно звучать слово, и стоит быть в редкой степени комментарий. Поэтому я хочу, чтобы пару стихотворений опять нам прочитал автор. А потом, ребята, мы послушаем вас. İvan'dan bakışım lan. İvan'ın zaten kararlı. Сам выхожу. Я читаю с листа, потому что я пишу очень быстро. Я не успеваю запоминать стихи.
Харбон машаби раштык, мапурти, ама сафорак, маражгавуд, ама аштык, маашты хурасыны зад. Харжбон арбон бакты, мазондық сарбын күші, маваржын клашвын амгырты, ама урочыты күшім. Харжбон вапулачы ашты, мажарды его жаурадыт, мажарон штык ашты, харжбон мамат амамфыт. Агашман сумалыч был, аргомла выда суралык, коты таттых алтыв дмаром, мабоцоты ныббат жымык, анкалмакаш жарондылай. Давандар рацынан махаш, манан давай фаризан тугай. Фасаунду, анкалмакаш. Фадишун балакаш. Вакараптан катузани абону боник на байдает околыкен мациган макараны жир. Джон балакасна фадиш. Ашаш диш маудатару, налниш майтама хурта, анасаши мабон наужис. Ар выгнул аж галан сдурта, аж каптойнас. Адих каптойнас. Рад той на глух ногах, а манын на барках ортой джихай лаудыштру мах. Наваждан манын на кашинс, ног харина феттасышт, и рыжардан уфалашинс уйдар бахару, ахашт. Каимаса вон дыш и алчи задехисан жад, аж нагна кот бамбак пиры, дихканы нажах нахад. Ама уманичи каши, алчи яхимат фасиш. Фаштахат, фаштатару я калыши заги татканым. Фадиш. Мы говорим, что вот эта литературная встреча, класс литературная гостиная, она в любом случае предполагает как бы обратную связь. Если у кого-то появится желание спросить, задать вопрос. Я помню, когда мне было столько лет, сколько вам, я думаю, что это молодой человек точно уже тогда написал стихи. А вдруг кто-то захочет из вас прочитать свои стихи. Вдруг такое тоже есть чудо, что кто-то из вас пишет стихи. В наше время было какое-то поветрие такое, целая такая волна. Мы писали там тетрадки, стихи, и как эпидемия, когда кто-то начинал писать, все вдруг начинали писать, потом уже понимал, что это такие сладенькие стихи поэтов из нашего времени не вышло, поэт вышел из Алагира, вот так. Но если у кого-то есть вдруг какой-то интерес, желание задать вопрос, пожалуйста, тоже можете это делать. Такая пауза ожидания. Да. И можно назваться обязательно, пожалуйста. Я знаю, что вы учили друг друга эти стихи. Да? И у меня один вопрос, почему вы решили стать доктором? А вот это интересный вопрос, да. То есть они знают, что Эдик прорекламировал, что он на массаж ходил к вам. Не только поэт, но и врач. И сегодня они меня спрашивают, и я причем спросить. Почему? Я отвечу, да. Спасибо. Мафаршиш. Бабушка, На самом деле я не массажист, я специалист в детской медицине. Массажист проходит трехмесячные курсы, он строение кожи не знает, так что тут большая разница. Но как это тоже вопрос. В шестом классе у нас возле Дома культуры РДКС было колесо обозрения, так называемое чертовое колесо. И вот я туда забирался как-то ближе к вечеру. Мы как бы были такие герои, да, кто не забрался, тот не мужчина. И забирался, и выбил от перекладину свою коленную чашечку сустав. Ну, туда наверх оставалось 2 пролета, а вниз надо было сползать, а нога не работала. И что делать? Ну, я залез уже туда, и в ромашке вот в этой сижу.
Позвать кого-то на помощь неудобно, некрасиво, но 6-й класс, уже мужчина, как, да, кричать, помогите там. А потом свечерело уже одеваться на камеру. Получилось так, что я то ли от страха, то ли не знаю, вот я дернул этот сустав, и он сел на место. То есть у меня получилось слезть оттуда обратно, да, был выглядит, да, рассказал. И когда я встал с кровати, первое, что я сделал, я пошел в библиотеку искать медицинскую литературу. Что со мной случилось, что это было, мне стало интересно. И вот 6-го класса я как-то вот, Нет худа без добра, да? увлекаюсь, да. Но, пожалуйста, не повторяйте его ход. Столько- Не факт, что вы врачом станете. Столько, много травм, много переломов, разных растяжений, ушибов. И как-то, когда ты знаешь, что происходит с тобой, как ты встал на ноги, тебе потом легче показать другому. Он вообще был очень непоседливым человеком. Он хотел в армию, прошел медицину, с таким душком, ему сказали, а вы не совсем годитесь, вот, физически вы не совсем здоровы. Он возмутился, полез в шахты внизу, стал гормоном, а потом, когда он еще пытался опять поступить, опять его не приняли, он уехал куда-то в Среднюю Азию и скользил пол страны. И когда человек начинает смотреть, так сказать, мир, он не только мир познает, и себя познает. И вот это желание, умение видеть другого человека, лечить, это на самом деле и видеть другого человека, и чувствовать другого человека. И вот это желание, несомненно, помочь. Не просто вылечить, а лечение происходит тогда, когда есть искреннее желание помочь другому человеку. Я прав? Да. Я прав. Даже больше, да. Это, поверьте, на самом деле, полное счастье, когда ты можешь просто сказать, что он твой друг, а мы достаточно взрослые люди, чтобы льстить друг другу, чтобы гадать так к нам. И это счастье. У меня есть друзья, с которыми мы прошли вот со школьной скамьи, и опять-таки можно сказать, что мы скоро будем отмечать круглые даты уже под 60 лет, да. Но каждый раз, когда вы друг друга видите, поверьте, это твой одноклассник, это форма, это как родственник тоже, а с годами ты понимаешь, что это больше и больше родственников. И, наверное, это самое огромное счастье, когда ты можешь сказать, что для тебя человек близкий. Ребята, я хотел бы услышать следующее стихотворение именно в вашем исполнении. Эдик. Хорошо. خشتر خدزة زور ماد مشابي نه خزار بادم اش سوون اما سال من جت جخل جناقيش مادة تم قشاشة كون ودمت ما مالقة مكش عمر من يارتاي وي ما خش أصد لقبو جخش كده فيشر نالا فينزن جرمون فدسش وازج ناقن تقدر سوت يشر دابا خزرتي رقون وتخشت Jubenate Fahrradgeiste dischte, Karstochte verkaltoi biratuk. Seshige khudeste dalte dischte, Chinishetzen jarod maden shu. Schaupeles rugget an a kaute, Gachte raschgalme fand kennens. Fishtadeste boer is gets achnaute. Dat de gachtam jilu maternens. چیز فونز فیشفته، چی آبده. بیرته نخوشی دیشی آرد. کاجمالد نخشمون تصفده. ایری بشتل بافت تابلار. سالک بوی باسرف دد خشته. ساخته فدیش کار فسد. ساخته فسیش کردیخ دجرده. ساخته ارسد دودش کد. Салик. Клев Тамерлан 8 год. Запутались, как дети заплутали, в обычаях, традициях устали. Испуганными мальчиками встали перед обрывом, позабыв о славе, о мужестве,
достоинства и чести. Народ мой, и на этом месте тебе стоять, как нежному юнцу. К такому ли готовились к концу? Как смеешь ты, народ, любимый Богом, свои к земле ресницы опускать? Взгляни на мир, узрей. Совсем немногим Бог даровал величие и стать. Европу, покорившая и север, стоите возле бездны, как рабы беспомощные, и народом целым слезами омывайте гробы. Когда и кто посмел засомневаться в девизе «Не сломает нас беда», мужчинами становятся в 15 и остаются ими навсегда. Святых Аланов, окружающее зло, к глубокой пропасти бездонной подвело. Упасть или взлететь нам суждено. О, Ашторчи, возьми нас под крыло. Давайте учителей послушаем. Да, с удовольствием. Тамерлан, Он уступает женщине. Как же неприятно. Нормально, Валтер. Gabet is hier geschiedenis. Gewoon Jaja Parganak. Fala, mem zobga ulushaga. Massajı iş sabah kanın işte. Fala, nasardım idak ya ham işte ama nadar massajı, nadar уколтай iş sabah kanın sınne. Budon işte udvarın хаждaka. Ama ne asılım zobgayдар нахашся у Ты мне не брат. Я хаймей мачи бамбарат. Я терпел тебя долго, надеясь, что ты станешь верным, как я, и надежным. Но теперь понимаю, моей высоты твоей мыслью постичь невозможно. Разум хламом заполнен, деньгами, едой. Он далек от понятия чести. Надоело тянуть тебя вслед за собой, слушать жалкие речи и песни. Ты наполнен брюзжанием, желчью, злом. Ты не любишь людей, дорогу. И в вопросе не сходимся мы ни в одном. Под любым выпиваешь предлогом. Соли центнер мы съели с тобой на двоих, но ты жрал, я всего прикасался. Избавляться от вредных привычек, дурных, я просил тебя, ты отказался. Извращая обычаи предков своих, чтивших Бога в баулах и саклях, ты смеешься над правдой законов святых, превращая их в фарс и спектакль. Я терпел тебя долго, пора тебе звать. Мы на разных с тобой языках говорим, видеть Бог я старался. Но ты мне не брат, и не смей называть меня другом своим. Значит, те, кто знаком с творчеством Аслана, они, наверное, почувствовали, как трепетно он относился к своим родителям. К сожалению, они рано ушли. Только вот 11 числа Аслан справил годовщину со дня смерти своей мамы. А еще год назад он в Фейсбуке выкладывал и в Одноклассниках выкладывал фотографию со своей матерью, от имени которой поздравлял всех своих друзей с Новым годом. Вот здесь подготовили стихи, пожалуйста. Чехоева Арина, 8 класс. Мама. Не сказка жить, как мне казалось, драма. Все меньше ростом, счастье и любовь. Похоронил отца, болеет мама. И стынет за нее от страха кровь. По маминой щеке бежит слеза. Стекает по лицу и капель на пол.
У мамы самые красивые глаза. В них дождик синь небесную накапал. Когда-то, бегая по лужам и траве, коленки разбивая локотки, небесной радуясь открытой синеве, могла ли знать, что дни так коротки? Кто породил меня на этот свет, кто дул на мой ушиб и гладил ноги, кто самый дельный в жизни дал совет, напутствие меня перед дорогой, или ночью, укрывая одеялом, часами гладил волосы мои. Кто может любить меня так, мама? Чье сердце преданней, чем мамино, горит? Что бы в жизни не случилось с мамой, в недуге и смертельной хоробе, недоспавшей, слабою, усталой, мама будет думать о тебе. Все стерпеть готова и снести, и с улыбкой доброй принести. Все, что дал ей Бог, саму себя. Жертву, мама, чаду своему. Люблю тебя, как небо, как зарю. Ты свет, добро и счастье для меня. Я всех на небесах благодарю, лишь время в твоей старости виня. Она звонила часто, просто так, без повода, и это раздражало. И я, болван, законченный дурак, так мало пообщался с милой мамой. В погоне за рублем, в полуработы, всегда мешали мамины заботы. И я, бросая трубку, говорил: перезвоню, но так и не звонил. В кругу застольных, в яростных утехах, звонок от мамы создавал помехи. Сейчас перезвоню, я говорил, но забывал и не звонил. На сердце пусто, холод леденящий, и на обиду на себя меня трясет. Звоните, говорите с мамой чаще, пока не поздно, выскажите все. Я засыпаю, часто вижу сон. Отец рукой машет: догони, и, надрываясь, плачет телефон. И мама шепчет: сын, перезвони. Фердинов Тамерлан Владимирович, учитель, старик, который всем мешал. Именно этот старик оставил после себя записку, прочитав которую медсестры, присматривавшие за ним, облились горькими слезами. Когда заболел мой отец, я вспомнил о той записке. Болят глаза, а ленты из картинок приобретают скорость гибкой рыси. Мозаикою, шлейф идей клина, не выжившие оставляют мысли. Да, я лежу, усохшей плотью, обуза детям и врачам. Тошнит вас от меня, воротит, я вам мешаю по ночам. Ловлю презрительные взгляды сестер, дежурной санитарки, и чувствую. Они бы рады, чтоб старик загнулся жалкий. А я ведь не старик, я тот ребенок, что мать недавно в садик привела, с разбитой коленкой октябренок, которого судьба с войной свела. Я тот малыш, который горько плакал, когда встречал израненного папу. Я тот, чья кость видна была наружу, кто голодал и умирал от стужи. Я пионер в штанах из мешковины, я комсомолец, преданный стране. Жених хмельной в угаре винном, солдат отважный на броне. Я папа, любящий детишек, спешащий в дом, на Новый год несущий елочных зайчишек. А утром снова назовут. Я тот, кто искренне любил, и в череде проигранных сражений без лжи и без обмана все же жил, познав и вкус, и горечь поражений. Я тот, кто хоронил отца и маму, друзей и близких, братьев и сестер. И там, где жизнь вчера еще пылала, сегодня потухающий костер. Теперь я стар и немощен, убог. Вы ненавидите меня. За что? Скажите. За то, что сами так вот не лежите. Но ведь над вами тот же самый Бог. Болят глаза,
а ленты из картинок приобретают скорость гибкой рыси. Мозаикой шлейф идей пылина не выжившие оставляют мысли. Это стихотворение я дала ему 2 часа назад. Попросила, у него уроки были, попросила, спасибо тебе, Влад. Вот. Вот. Агуев Владимир, 8 класс. Гордыней сотканный орел, огнем звеленый юнец, я столько раз тебя подвел, а ты мне все прощал, отец. Непослушание — мой грех, дитё запутанных дорог, и ты из жизненных прорех тащил меня, как только мог. Твое плечо держало так, как ножны крепко держит нож, и не оступившись никак и никогда не упадешь. А ты, испытывая боль, что был не в силах превозмочь, глядел в глаза мои с мольбой, но я не смог тебе помочь. И до последних дней, Отец, твою запомнить сердце боль, и эту боль нести как крест, не до конца пути с тобой. Проходит суматошный день, за полночь времени мосты, ты возникаешь, словно тень, я шепчу тебе, прости. Шарлот. Чельдия Сармат 8 Б. Мы не кормили все 4 года. Сейчас так можно говорить о стариках. Мы гнили в развороченных окопах, кляня врагов на всех материках. Под шквалом пуль немецких пулеметов, скрипя зубами, строй держали роты. Пристанищем, последним для кого-то, навеки стали реки и болота. Зияющие раны и порезы, гниющая плоть и запах, стон друзей. В шинелях грязных, сапогах облезлых, интеллигент рабочий из кизей. Замерзшие, с гримасой от боли, под потом засилающим нам зрение. Уставшие, замызганные кровью, искали рукопашное избавление. Штык уложил московского Серегу, душа наружу вырвалась струей. Глаза блуждают в поисках подмоги, и тело извивается змеей. Пробита легкая у Саши из Ростова, но не желая умирать, он кровь матом и крошит голову немецкому герою, отобранный его же автоматом. Контуженный ударной волной, ослепший от разрывов и зорниц, я полз вперед за родину горой, пытаясь встать, не различая лиц. Я более того не видел горя, когда кричат от страха и от боли, чужой горячий умываться кровью, и жить, желать, умереть готовы. Не шей кормили, вороны клевали, не немцы нас, морозы убивали, голодные, не спавшие годами, и все же битва выиграна нами. Мы не кормили все 4 года, сейчас так можно говорить о стариках. Мы гнили в развороченных оковах, кляня врагов на всех материках. Я хотел сказать, я так кажу, штурмужник. Мене чилясу, мама, коли чилясу говорить, штурмужник. Это настолько приятно, даже не представляете, ну правда. Мене сепер крушиш, кайдар захай, это что да. Я хазар шана тема, зачиляю сарай, так ухтайком. Я вижу часто, что не было ни одного человека, включая моих самых близких друзей, которые не переиначили мои стихи. Ну, не было ни одного. Камнахашка Евгеба, настолько глубоко и близко воспринять вот то, что написано, чтобы вот как свое родное принятие, вот даже как фондов. Ума автолай, мы вот уже напишу. Он штурмужник за Хикаги пошел. Намек понял. Балкачинарым да лагир Амрай, Амшку. Камфандыковы, мана расшухтар бнет на вежах цала. Фаланах ему крыбах вижу, мана автостанции на Марсу. Анда Волгов, Анда Радом. Камдарива Хамдишаг, мана сама шух чужит ажарка. Кыртары, что
Корхацадан поезды рахышта не Самала самолеты. Припятских кавумам райшта. Кузница Калина. Каталинца хатафага я поезды рахышта не. Жарон душта и вот кайфан дюкфет то мы нашел боймак. И вот и он выражение я клендер фашаран закрутил. Сафандра шушку боймак. Что-то ребят жарон и рошку боймак. И после что он нас рошку тоже. Это еще аналогическое, что новый багаж. Я приветствую весь свет, города и страны мира, но прекраснее сердцу нет ни родного Алагира. Я родился здесь и рос. Зелень, чистая природа, городок волшебных грез, рай под синим небосводом. Есть ли место во вселенной, где не чувствуешь часов? И не вырваться из плена нежных запахов лесов, какофония лягушек, ночью гул артона слышен, мирный сон детей, старушек, ночью город сердце дышит. Утром зацветают краски, шелест листьев, щебет птиц, снова окунают в сказку, и прекраснее девиц не отыщешь на планете, а от блеска женских глаз расцветает город летом, радуя и грея нас. А скажите, вы там были? Танцевали под дождем? Места нет прекраснее в мире для того, кто там рожден. Это место в Алагире. А момент тартачи, что контрол Алагиртен важен. Иуда. Юхался чуды. Аж помалок на утонула вешков, помалок Алагиртен важен, что сигнатно важно, что он вот. Чикам райдер внутрь. Я прочитаю вам. Я прочитаю вам стихотворение и листок. С высот гляжу на землю я, звездой сверкает яркой, на ней Осетия моя, пылает солнцем жарким. Лесами пышными полна блистает и искрится, нерукотворная стена, что возрастом гордится, потоки рек несутся вниз с седых ее вершин, тенистый ласковый каприз оврагов и лощин, страна скалистых ледников, полей журчащих рек, любимец неба и веков, краса земли, Казбек, Медограбинский водопад невиданным узором летит, неся воды каскад богов, лелея взоры. Я счастлив, Родина моя, что жил на этом месте, благословенная земля, родительница чести. Эдик, он так волнуется, я его ставила на выпуск. Конечно, Чтобы его побажать. читать будет. Да. Морякам, за всех, кто славно жил и бился, спасая землю от оков, не убоялся и не скрылся от наступающих врагов. Спасая сушу, дрался в море, борт в борт и грудью на штыки. За вас, забытые герои, за вас, родные моряки, и за потомство, что достойно отцов погибших на морях. За бублик выпью и за мостик, за 9 футов кораблю. Пусть берег будет частым гостем за синюю мою судьбу. Значит, Аслан учился во второй школе. Его классным руководителем была Зарема Асламбековна, учитель физики. Я вообще хотела это стихотворение прочитать, но другое прочитать. Но я пригласила твою первую учительницу. Но у нее тоже проблемы со здоровьем. Вот, если, говорит, смогу доковылять, ей к врачу надо было, то да, если нет, то простите. И она просила передать тебе привет. Это, а?
Христолюбова Светлана Васильевна. А я вот хочу прочитать стихотворение моим одноклассникам. Как-то мы разговаривали, ну как, вообще как мы познакомились. Маргарита Владимировна всегда смеялась надо мной, что я вот сижу в Одноклассниках, в Фейсбуке, вот. И как-то я вообще не любила выкладывать, собственно, может, и не могла выкладывать фотографии. И тут у Хосроевых, у родни, я нашла фотографию, где отец Аслана, я о его существовании вообще не подозревала. Но там были другие ребята, я Зангеева Артура попросила: Артур, я тебе дам фотографии, а ты их выложи, пожалуйста. Ну, естественно, выложено. И он пишет в комментариях: Артур, у меня такой фотографии нет. У меня нет, где его нет. У меня такой фотографии нет, где тебе было? Я ему пишу: это фотография из архива моего брата Хусроева Тамерлана. А он говорит: надо у него стырить. Я ей пишу: не надо, я уже стырила. И вот так у нас завязалась переписка, вот, и он меня пригласил на встречу в библиотеке. Пришла, подошла к нему, смотрит на меня: а это мама чего? Ну, обнялись, познакомились. Вживую познакомились, хотя всего мама, я в Дом пионеров ходила на какие-то кружки, с отцом были знакомы, отец был комсомольским работником, партийным работником, хорошая семья, мать работала воспитателем в интернате, старшее поколение помнит ее, а его дядя у нас, Валерий Карпопов, у нас работал заместителем директора по хозяйственной части. Вот такие дела. И вот я решила, Залина Ивановна хотела еще в прошлом году вас пригласить, но так получилось, что обстоятельства так сложились, что ты не мог. Вот, ну, я восполнила этот пробел, и спасибо тебе, что ты это успела. Да, стихотворение называется «Моим одноклассникам». Набит тетрадями портфель. Ждет класс и ждет учитель. Он заглянул тихонько в класс. Я опоздал. Простите, Заура-то к тебе. И каждый день, за годом в год, на тот или иной урок, хоть и старался, видит Бог. Попасть он вовремя не мог. И вот спустя десятки лет спешу, теряя нервы, в Одноклассниках банкет. И я там должен первый. Я там буду первый. Но обмануть судьбу нельзя. У входа ресторана смеются весело друзья. Привет! Ты слишком рано. Мои друзья, за сединой, осыпавший виски нещадно, все те же юные герои. И, наслаждаясь взором жадно, стараюсь каждому успеть признаться в преданности, дружбе, обнять, потанцевать и спеть. Сегодня день такой. Так нужно. Напомнить океаном счастья у одноклассников во власти. Так здорово. Ведь в первый раз за столько лет собрался класс. К признаниям честным, к водопадам смеха несмело постучалась ночь в окно. Кто близко к дому, а кому-то ехать. Так время незаметно утекло. Мы просидели допоздна, и хоть не встретили рассвет, но что решает ночь одна за 28 долгих лет? Не повернуть течение вспять, но память нас вернула в детство. И чтоб друг друга не терять, договорились встретиться опять. Я хочу сказать вам огромное спасибо, потому что вот сижу, внимательно смотрю на каждого человека, который выходил, на тех, кто сидел, на ваше внимание, на вашу реакцию. И
говорю, все-таки огромное счастье, что вы есть. И то, что есть такое слово, что вы настоящие. Ваши педагоги наверняка, конечно, знают вас лучше. У меня тоже, кстати говоря, Злата тоже педагог. Но вот она решила, что решится взяться и за камеру, и за административную работу. У меня дома тоже Масар бывал, Ахурдан был. И я знаю, что такое внимание, любовь, забота, злость, раздражение и опять любовь педагога к тем, кого он называет своими учениками. Я очень рад, что я очень рад, что мы приехали сюда, потому что вот из таких встреч лично для меня это событие. Я не скажу, что это маленькое событие, это значимое событие. Вот что-то хорошее, я очень хорошее получил от этой встречи. И мы, конечно, сейчас будем заканчивать, потому что это лучше встать из-за стола с чувством голода, с чувством набитого живота. Поэтому пускай будет у нас легкое сожаление и желание еще раз встретиться, чем мысли Аллах. Кумафой. Значит, Батрас Чехуев. Я сейчас стеснитель учения новости. Батрас Чехуев, что и от школы я могу согреть лицо Чехавдер, мероприятие, Елена Алексеевна, Ирина, Дишаджи, Ахшанаду Кушев, школа директор. Что и это, нам точно попытали сами, что мероприятие. Учебничать Надо, хатуру ракету, все по этой же. Сакр бастон, сыцануp шундар там было, я даже еткан байтон, волноваться было. Уйтхерас, там бакашим, манасу ходим завтра, мама. Адмия личина ванда махжем, самый дондар, сыцануп шундар. Мама инна путакза хамзлата, я именно его стишаджи амзавганов. Ашта марти шулгаймат барак бом шаухшик ты кажет махер бушта ирончи. О. Мой на кашкане. Мы на мухрокутой. Мой манам кабакашам. Вот мы уже Хожлов мабната. Политика не будет, а сухо так. Главное, махож батом. Пагасы, ашман бегем завга, бакасы нишече хойты батрас. Ирончи. Шаумацыккай, целын кухы, пыцагам бал шаухшидан. Хурятынты, чешгыл тухы, синканая рашуг митал. Апшнайы яхушын ваты, иту авары хадатта. Аллы куштма нажарбатык, равзавналы усатта. Дидинал як ухайн важы, чыжган арфатаканы, майям худы, арвай варжы, абжар мондагай малы. Лаппумая найвалдай каш, фыдма нежмалы арфык, Мадышанык, ваштай бузхаш, яномыл на бадырык. Сашна ары, асы чыжы хож, мини уджеты корон, на иен папшадан, я хожай уману ама ирон. Ярманашдан бекчуви, İştiyacak zanişek, ahın safta, sıdar kutları, bamraş kurtamına sıdarım, şundan sıdar yaptı da böyle sarılmayacak, ahın fışçıdadır nami. Falan ahim şkola akuttan, gıtsur dalдар olдар şkuligan guntam falan. Yuvaştan becisi merapiyatitan kutluyor, жарым, kaşım, albataktan zineyde çermenimden. Burada bir mandar kutluyor falan, ucalıktan falan. Aşlan bek yol derim markayı. O, maşmak maral izbariskanı duykamma. Kayşon bon, Lagma, o, pardon, da bakalım.
Мама шаирда бонжа мақафтан иронава самзав гана бакаш гана итхам махада гюгсул иронава пахул кам дариктер ваен иронаде маги мақама иронава жура. Уитхам райжон бонш комлар. Вот kan zıştuçun zıkşafta pıttak tal haberta. Ma işkedem kabasawat вот зурун хаузаниш иронав да укадыл. Ma чидер тан алжон заниш ма да он иронах да укан зышты дегдокта. Инна так басоза мажазан я дяди Васи разрешите руку вашей девочки. Вы инне жердамана саузаниш. Автана вел подыканут шармаканут ирону жагай. Наоборот ирону жаг чине жон. Вы ухудинак. Тамадалон жак на жонай вот инна де магдан жагау шак на андер хата де маг мана сохор шагау шангли шагау да велагдер не вот тер узнара де шайга да канзаниш жон шадаб жадер фала тамадалон жак кама саждер жонай мада сурчиня зулдом мада пама холканай фалманай фала иронау ермана даурат лакшу мана на хиштерна паршмачи бадудер тунгирон да фадлар хай Цыгам мы находим контроля, пама каштарбах, да на каштаре лазер. Матин хоржирон патриотический жар что покана. Удон ансонер маштарун же бет канан, загалзет канан. Андар алсыдыр жун сарун дет канан. Мақама мақта мусадама папажунам ахам тиштакты. Манасым биртдер пама арахтыр бой. Арахтыр. Ама мана ечу Еле Алексеевна лапудер батика да жону тудер важно пшиндер кашиндер и лапудер жарндер ал хабартдер масайт хежен ахам бед мамиш вацаганма шмахам окжагатот пупеншиуна пупеназа уйдер дуана жазани вацаганма мана айрашнус шада шада ажпаду чарабиен бир мамагашка шарабиен гатасы хошвалат тамакабакаш вихат каштыса Я фанзан будешам беде барабона. Паламас юхатки бакашик бед мамагашка ниси коража меня дойдет спектакль знаешь? Мамагашка. Я хочу подарить тебе небо с облаками и радугой нежной, высоту, где никто еще не был, и свободу бескрайне безбрежную. В небесах кружат птицы и ангелы. Я боюсь потерять, заиграешься. Бесконечная звездная мандала, я боюсь, что ты в ней затеряешься. Я хотел бы смешать утро с вечером, подарить тебе жизнь и большую гроздь. Я хочу подарить тебе вечную, нескончаемую, добрую молодость. Я бы взял океаны глубокие с островами и рифами смелыми, положил бы все это под окнами, под ногами, отчаянно белыми. Я кувшин сыграл для тебя моря, Посейдон сурово нахмурил бровь, как же выносит тебя земля, просто возьми, подари любовь. Солнце от смеха рвется. Нет, зря ты спектакль остановил. Столько в галактике нет планет, сколько у парня этого сил. Понял я, Господи, благодарю вас и ночь, и свет. Сердце навеки тебе подарю. Такой любви ты не скажешь нет. Аслан. Я хочу сказать вам огромное еще раз спасибо, дорогие педагоги, дорогие ребята. Я убежден, что нужны такие встречи не только с Асланом, и с Асланом тоже. Потому что я как-то, у меня была встреча на общей библиотеке, и там молодой человек сказал, а мы, говорит, умнее, чем вы. Старики там, типа, почему, говорит? А потому что у нас есть компьютер. А я говорю, ребят, а скажите, пожалуйста, а чтобы что-то узнать, в компьютере читать не надо? Да, мы читали книги, у нас не было компьютера. Вы сегодня в компьютере больше играете, а мы больше читали. И в компьютере, чтобы узнать, ну, не только я тебе что-то рассказал учитель, но и самому приходить что-то делать. Потому что знание — великая сила. И самая огромная сила в Манабадраз растет на Седефет Сахата, Йома Двухата,
А самая интересная книга, может быть, это «Человек». А сегодня мы прочитали очень много интересных страниц, потому что каждый из вас, вот сегодня небольшая книга, которую мы все читали, и вы, каждый из них странички, это очень хорошие, добрые, интересные и красивые книги. Амуджанут Манок Фебл. Аминь. Два слова хочет сказать. Одно предложение. Своими тебя не ограничивай. Так. Я познакомилась с творчеством вашим тоже благодаря интернету. Видела ваши встречи на телевидении. Прочитала стихи, заинтересовалась. И сейчас вот прослушала стихи, которые дети читали, вы, ваши друзья. И поняла одно, что вы видите мир сердцем. За это большое спасибо. И большое спасибо за ту нежную любовь к маме. Я хорошо знала ее и очень рада, что есть сын, который так нежно, так трогательно любит, продолжает любить, помнить и учит всех любить вот этой сыновьей любовью. Удачи вам, счастья, творческих успехов и хороших друзей. А я скажу короче. Аслан, мы гордимся тем, что вы наш земляк. От всей души спасибо вам большое. Я благодарен всем, кто сегодня здесь собрался. Конечно, это читаю на целом года. Я хочу, чтобы вы выросли все Каву язык, только разник поднимать, только разник поднимает, только разник. Башки только разник. Волдайзер, только разник, машками кирмоваза, только так как на канал нахуй, оттуда пеники ваза, только разник волдайзер кир. Немає только разник. А чем саркинут? Тогда я видел некоторых, когда Родина такая вообще абсолютно слушаешь, а я на Спасибо вам всем большое. Да, Аслан, от имени всех, Маргарита Владимировна уже сказала, я говорю и тебе, Когда фажила, что будешь говорить? Ладно. На школьной грядке идут ребятки. Waschtanamentus vorbei, o schaurashut, Baben makop taches gai, da mir duchut, o shashach fasim asher, saman dufem baltash samam, saymakam da fajen, asher mentach damajen, saymakam da fajen, asher mentach damajen. Huram bachut, rakash vam shaurashut, amon bechojden faon, mauersh bajer balon. Amon bechojden faon.